начали? Не, сейчас подождите, сейчас тут как-то... О, как четко. Сегодня у нас в гостях культовая для абхазской альтернативной сцены группа К-50. Мы планируем вспомнить нулевые, первые репетиционные точки, байки из прошлого, выезды и вообще поговорить о том, как выживал и выживает тяжелый звук в Абхазии. Сразу перейду к первому вопросу. Добрый вечер, господа. Привет. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, какая у каждого роль в К-50, почему именно такое название, часть вертолета или чего вообще, и в каком году, при каких обстоятельствах вы вообще собрались. Давайте по порядку. Представьтесь, Я его представлю. или как хотите. Это Вадим Алания. Он наш барабанщик. Бибик Тимур, басист. И я, Рустам Харцизов, был на правах гитариста и вокалиста. Так, в каком году мы начали играть? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Это был, по-моему... ты помнишь? Есть. Какой? 23 февраля 2006 года. Молодец. 6-го Даже или дата. 7-го? Таки 7-го, по-моему. По-моему, тоже 7-го. Он потом перепроверит, у него запись есть. По-моему, прям вот мы, вот как Дмитрий Анатольевич сказал, никто не вернется. Верните 2007. Да, вот. Давай Но 23 февраля. И мат 23 февраля. политические шутки. На всякий. Политические шутки. Ну ладно, а что я не пошутил? Вот. 23 февраля, да, вот мы... в принципе, это не столько дата, когда мы собрались играть. Тут, наверное, из-за этого он путает 2006, потому что репетировать мы начали раньше, но именно вот первое прям выступление, когда мы вышли на сцену втроем с названием К-50, это было вот как раз концерт был приурочен к 23 февраля, не помню уже где, это был 7-й год. Вот. Вот вся информация. Вся информация, вот, Нет, архив. похоже, но почему не помнится, что это было не 23 февраля, а день против борьбы со СПИДом, что-то такое было. У меня потому что значки еще стали. Это какой-то другой... Нет, то был, знаешь, когда? То в был, русском театре, старом, Да, еще не отремонтированном. Это было что, все-таки? Я не помню, что это было. Ну, в общем, пусть Мы подготовленные пришли. Ну, а собрались еще В раньше. общем, ведь, история получается. такая. По факту начали неизвестно когда, никто сейчас не вспомнит за давностью лет. 23 февраля было выбрано красиво для биографии. Правда, И вот будет красивая дата, которую легко запомнить, до сих пор помним. Вот вспомнить И не не можем. помним. Да. Там еще проблема в том, что когда мы начали уже играть вместе, мы при этом еще каждый в составе каких-то других команд в то время были. То есть мы с Тимуром тогда еще в группе «Легион» играли, Вадик играл с Хачапуром. Той самой? В той самой. Не той самой. Не той, где мемы ходят. Другая. Там было все Не, там было все хуже. Да. А Вадик играл с Хачапуром в группе Омен. Омен, да, которая должна была сначала называться Эдельвейс. Да, слава богу. Так, а религиозные темы позволительны? Да. Все что угодно, только Вот. не И поэтому, при этом, как бы, находясь в разных группах, мы как-то уже познакомились и поняли, что как-то какие-то общие интересы есть в плане музыки. чтобы друг другу не безразличны. Да. Да. Это потом И мы вырежут, слава начали, богу. да, и мы начали просто как бы помимо тех групп еще вместе втроем просто играть какие-то вот, в основном каверы мы начали тогда играть. И потом вот так потихоньку, потом те группы как-то потихоньку распались, и они даже не распались, они потом распались на несколько других групп. Короче, там у нас в один период Деление клеток. 8 групп было. Размножались делением. Причем эти 8 групп из 10 участников одних и тех же Да, составов да. в разных Да, конфигурациях. и вот уже после этого как-то мы уже укоренились, устаканились как уже группа. Название выбрали очень тупо. Я не Просто знаю. ты предложил, это было... Да, я говорю, давайте, говорю, Why К-50. not? Да. И как-то, и никто, главное, А никто... почему? Просто вот вертолет, Удобно. черная акула, прикольно? Ну, Если честно. Ну, то, что Слишком длинно, для неудобно. выбора удобно кричать. И ни у кого что-то не хватило разума сказать, не, что-то плохое название, и как-то и оно Ну, осталось. типа а на когда любом уже... языке цифры и просто... Ну, выбор названия. Да, это- удобно, кстати, и на английском, и Да. на русском писать, поэтому есть в этом, конечно, свой плюс. Но оказалось неудобно, потому что... В поиске все- потом. Нет, потому что всегда неправильно писали. Не А, К-50, да. а К-50.
к 50, короче. Я еще Если мы заметил, сейчас все идем. из- Ну, если особенность, гуглить без когда ты тире, в тоже ВК другой закидываешь видео, если ты назвал латинскими К50, потом, когда русскими пишешь, Да, не можешь кстати. найти видео, короче. Там были свои проблемы. Уже нас, когда начали узнавать с этим названием, уже было поздно его менять. А потом же была же даже песня такая, уже все А, да. задокументировано Да, было. да. Песня с таким названием была? Да. Так, вопрос номер 2. На чьей музыке вы сами росли? Кто были те самые кумиры, которые вдохновили вас взять в руки инструменты? Из чего вообще все начиналось? Где вы репетировали, где находили единомышленников в то время? Отдельно, да, каждый? Ну, сможешь за меня рассказать? Нет, только давай, за- Ну, давай, рассказывай. Сергей, ладно, бог с ним. Я думаю, история, как у многих. Папа любил классический рок, пластинки, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, постоянно на репите, что называется. Отдельным блоком стояли, значит, кино «Алиса» и «Наутилус Помпилиус», который явно на меня подействовал в не лучшем свете, скажем так. Вот. И где-то с конца школы вот мне захотелось что-то, чем-то таким позаниматься. Я искал возможности в больших количествах. Там, если помнишь, БИП такой был Антон Буневич. У него была группа. Вот его брат учился со мной в классе. Он видел, что я начинаю немножко съезжать на этой теме. Он говорит, давай попробуем. Пытался, не получалось. И когда я вас нашел, на первом курсе или на втором уже? Второй. По-моему, второй. На втором курсе в Доме юношества у Джаки вот в этой маленькой каморке, Джаки бесконечная, огромная благодарность просто. Отец. Я стал ходить к ним на репетиции, в основном молча. Они боялись меня выгнать, по-видимому, собственно, к группе «Легион». Вот. И там первый раз попробовал постучать, сразу после первого раза зашел Джака, на меня посмотрел, говорит, так больше не делай. Я как-то очень экспрессивно, очень громко все это сделал, видимо. Так что инструмент начался примерно с этого, заболел, и вот сколько лет уже, и с группой, и без группы не отпускает. Это абсолютно не лечится. Не знаю, может быт потом как-то лечит. Быт? Да, но ты уже подробнее расскажешь. Влияние эти три группы, потом, когда вот с этими балдуями познакомился, они мне посоветовали послушать группу «Сепультура». Я как сейчас помню. Вот. Но я был человеком неопытным, но упорядоченным всегда. И я решил, что я не буду слушать то, что они мне порекомендовали, какой-то там Roots Bloody Roots или еще что-нибудь, Chaos AD. Я начну с первого альбома. Знатоки, я думаю, поймут, что первый альбом Сепультуры — это своеобразное слушание. Ну, потом мы к этому звуку как раз и пришли, примерно такое же и записывали. В общем, а потом как-то у нас с ними организовались общий плюс-минус вкус, я думаю, как у всех. Металлика, что там еще было, кроме Металлики? Корны всякие. Псны 67, наверное, позже мы пришли до Псны 67. Мы не дошли до Псны 67, я бы так сказал. Да. Свернули где-то. Не, ну вот как раз первое вот это выступление, которое мы сыграли вместе, получается, вот это официальный дебют, мы как раз вот «Сепультура», «Аттитюд» тогда и играли. Под влиянием Корна мы еще сделали, то есть там прям нормально. Да, такой интересный был кавер на «Параноид», Black Sabbath'овский, но в стиле Корн. Это в тот же день был? Да. И он весьма интересно звучал, между прочим. С Bloody Roots выступали там? Нет, мы ее не играли. Я не помню по какой причине. Почему мы ее не играли? Потому что не могли физически сказать. Ну, тоже да. Ну, может, не вы, но я не вытянул бы, наверное. Но думали, что можем играть «Аттитюд». Да. Мы же не знали, что «Аттитюд» тоже не можем. А у тебя какая история была? В принципе, тоже. Также с этого как бы и начинали тоже все. Не, у меня не так. Дали. У меня... Извините. Ну, он же говорит то же самое, что у него. Примерно то же самое. У меня все наоборот было, потому что вот у многих вот идет именно вот в таком порядке, то есть от классики, Deep Purple, Pink Floyd, там, Zeppelin и дальше, и потом к более современным шли. Я шел от обратного. Начинал я... От противного. Обратная хронология. Да. Начинал я здесь не жил, я жил еще тогда в Черкесске, я тогда начал слушать Gorillaz. Черкесский. Да.
первый альбом как раз вышел, я вот купил, помню, кассету. Потом как-то, я не знаю, каким образом сгорелось, я пересел на Рамштайн. На Рамштайн я сел очень плотно. Я помню, что я на рынке скупал все кассеты, которые вот появлялись, Рамштайн. Потом потихоньку я перешел уже на New Metal. Это Korn, Slipknot, Sepultura, Linkin Park, Аврил Лавин нет, я ее не слушал. System of a Down, я тогда еще помню, купил кассету, я думал, что она лицензионная, но она выглядела как лицензионная, она стоила 50 рублей вместо 30 у других. Извините. И внутри был еще вкладыш с текстами песен. Ты она еще поясняй выглядела... людям, сколько тогда было 50 рублей, сколько это сейчас примерно? Ну, это как сейчас, наверное, рублей 300, наверное. Ну, я просто, думаю, просто плюс-минус. кассеты стоили там рублей 15, наверное. Там Ну, у нас что-то стоили такое. 30-ку. Я помню, что кассеты у нас стоили 30-ку. И вот это стояло отдельно. Это было 2002 год. Потом я сюда уже приехал, купил свою первую акустическую гитару и сам начал играть. Покатился по наклонной, да. На втором курсе я познакомился с Тимуром. В университете мы учились на одном факультете, но разные курсы. Он был на курс старше меня. Вот, познакомились. По переписке. По переписке. Я не буду говорить по переписке. Где? Ну ладно, скажу. На парте. Кто-то начал писать. Серьезно? Ну, на парте кто-то тексты Королей Шута писал, короче, а я их дописывал. Это был Тимур? Да. И вот так вот мы познакомились. И Вот потом о он... чем выясняется, Да, сколько потом лет он спустя. пригласил на репетицию. Он уже тогда был в составе группы. Тогда еще она не имела названия Легион. Как вы тогда назывались? Legion. Нет. Я тогда вот пришел к ним на репетицию, просто приходил, слушал. Потом каким-то образом, непонятно как, я сначала там начал играть тоже на гитаре вторым гитаристом, потом начал у них еще петь вторым вокалистом. Потом, и уже потом где-то через год-два уже из Легиона, как я уже рассказывал до этого, отпочковалась группа К-50. Плавно Да, перетекла. плавно перетащив барабанщика из Омана. Потом, после всех этих современных групп, я начал потихоньку слушать Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Хендрикса. По мере того, как моя техника игры на гитаре подрастала, я уже мог осваивать и какие-то песни из классического рока, уже мне становилось и интересно и это тоже слушать. И вот так постепенно. То есть я, в отличие от многих, я шел от обратного. Вот так вот получилось. Интересно, у меня вообще наоборот, я прям какой-то дельта блюз слушал, что-то древнее, буквально как по хронологии музыки. Да. Ну вот в основном все так, все нормальные люди так в основном идут. Да. Слушаем вашу историю. Теперь я остался, да? Ну, в принципе, вот тоже, как Вадик и рассказал, это кто-то из старших дал послушать какую-то громкую такую музыку, запомнилось, впечатлило, и вот постепенно вот пришел к тому, что получилось. Ну, тоже, как у Вадика, в принципе, по обычной стандартной хронологии, тоже с классики. Помню, кассеты Deep Purple покупали. Я помню, там как еще эти продавцы удивлялись точно, вы это имеете в виду, лет в 10-12. Вот. А потом, ну, вот тоже как-то постепенно там впервые услышал Black Sabbath, вот такое, и вот до современных всяких метал-групп, которые вот как раз нас и объединили. Вот о чем говорили, что... Почему вообще К-50, одна из причин, почему как образовалась, потому что у нас была такая тусовка, толпа тех, кто что-то пытался играть, ну да, которые еще пытались... Слово на букву N, не бойся. N-word. Ну да. Я прав человек говорит. Не, я имею в виду именно те, которые пытались играть, но именно вот, чтобы совпали по вкусам, это вот как раз вот настроя таких и оказались. Ну, это вот, в принципе, как меня определили в басисте по классике. Это же там классическое. Ты хорошо умеешь играть на гитаре, ты будешь соло-гитарист. Это же тогда еще ритм соло-гитарист был. Сноска Иракли Берулава. Он в свое время был тоже в составе группы Легион гитаристом, потом в составе группы Маяк он был барабанщиком. О, кстати, да, это же еще можно, да, упоминать много. Так вот, это, ну, как это, стандартная схема, как в анекдоте. Ты хорошо играешь, ты будешь соло-гитаристом, ты играешь чуть хуже, ты будешь ритм-гитаристом, ты знаешь, как гитару держать в руках. Нет, ты вообще ничего не умеешь, ты будешь барабанщиком, там ничего уметь не нужно. Вот.
А тебя жалко просто как бы выгонять. Просто так не ходил. Да, вот на Да, тебе руки бац. лишние не помешают. Все равно никто не знает, что там делать и что там нужно. Какое было заблуждение. Начали как-то пытаться учиться играть, что-то делать. И, ну, вот как раз получается тогда, вот то, что Джамбул Жордания, кого вспомнили, попали к нему, ну, потому что он тогда вел секцию гитары в Сухумском доме юношества. Вот, представляю, сколько он нервов, сил на это все потратил, что там творилось после наших репетиций и во время наших репетиций, даже не представляю. Да, вот, Да, на первых первое, порах, получается, это вот было в СДЮ, куда вот как раз Рустама привел, потом куда пришел Вадик, сидел в коридоре, окна Ну да. выходили прям... Прям в частные Да, дома. прям в окна соседей. Нас раньше не выгнали. А звук мы контролировать никак не могли, качество исполнения было тоже, и просто Ну, то, что мы живы остались. Да. Спасало только то, что там не так много звука было в плане мощности. Там вот этот усилочек маленький Да. и пара колонок. Начали как-то, ну, репетировали основную программу, допустим, да, там группы, что-то у нас там уже набралось, но это такое было, наверное, такое около hard and heavy вперемешку с русским роком, ну, вот то, что могли, А Power Metal? ну, какой это метал, ну, вот то, что могли воспроизвести. Да, и Так и фьюжн. а потом мы оставались втроем, и вот как раз репетировали Отдельно от всех. «Attitude Sepultura», да. И вот первый раз тогда на этом концерте сыграли, как и с тех пор, получается, сколько там лет, так и продолжали. Споров не было по поводу выбора песен или вообще как вы к чему-то приходили, к какому-то единому мнению? Как-то, по-моему, не было Да такого, споров что особо я хочу не это было. сыграть, я хочу... Да. Давай это попробуем, давай, круто. Да, как-то у нас Общаться, да. особо таких как-то споров не было. Скорее всего, больше, наверное, как выбор больше основывался на том, как нам казалось, сможем сыграть или не сможем сыграть. На пересечении Да. умений играть. Там еще были такие Опять же, проблемы. attitude, как, почему? Да. Еще была же проблема в том, что когда и играешь, и поешь за гитарой, очень сложно. Многие композиции, где вокалист отдельный, там просто чисто ритмически гитара играет одно, вокалист поет в совершенно другой ритмический рисунок, и тяжело это одновременно играть и петь, поэтому многие композиции просто технически я не вывозил, и мы их не играли. Поэтому мы искали что-то такое, что можем сыграть. Правда, нас потом стало 4, но это уже чуть позже будет, да, наверное? Часа через полтора. Часа Да, через надо полтора. будет, кстати, надо Мы до будет этого вспомнить. дойдем, да. Насчет выбора, кстати, репертуара, вот я, когда шел сюда, вот тоже там что-то думал, вспоминал и поймал себя на мысли, что мы как-то вначале-то и не пытались особо играть каверы, ну вот там буквально там пару вещей, а мы больше сразу начали делать именно свои песни. Скорее всего, это как, по-моему... У меня есть свои каверы. документальные... Нет, ну свои каверы, а что? Да. Никто не- Ну, Да. нет, но это именно свои вещи. И это, наверное, было вот в фильме «Убить Бона» или в каком-то Да. из фильмов про YouTube. Почему вы начали писать свои песни? Потому что мы не в состоянии... Ну, уровень мастерства был Да, такой, что мы не в да, состоянии да. были играть чужие. И поэтому Да. мы, как вот тоже смотрел интервью одной группы примерно наших же времен из России, это мы делали омаж, как они как раз тоже интересно... Амаш. Джейн Эйр. Я потом следующий YouTube Да. мне Джейн Эйр предложил. Точно, это был амаш, по сути. Это был омаж на... Ну, вот как они сказали, я понял, что это, в принципе, в те же годы мы это делали. Это был омаж на группы, которые мы слушали. Просто мы Вот, в то время еще не знали этого слова. Да. поэтому да, Ну, то есть вот мы слушали Soulfly. Искренне и вот- сочиняли чужое. Да, искренне сочиняли чужое, да. Да. И вот просто А играли давайте- что-то похожее да. на Soulfly со своим текстом. хотим, Всё. хотим сыграть что-то похожее. Вот то, что нравится, это как бы и воспроизводили. И как-то особо там никто не парился, там, что похоже. Это, наоборот, даже было прикольно, то, Да. что, ну, вот... Тогда за как плагиат бы- никто не ругал. Ну, это же даже наоборот было прикольно, что, смотрите, я как там Макс Кавалера. Он тогда был нормальный еще. Да. Особо каких-то таких вот моральных проблем не возникало. Тогда потому что мы варились в этом кутке, можно сказать. Интернета как такового не было. Интернета не Соцсеть, было, что да, там ничего было. этого не Я сейчас было. так говорю, как будто это 19 Ну век. так, ну не 19, но реально так не было. Потому что что-то там выложил в интернет, все посмотрели, там кто-то... Это было до официальной даты формирования группы. До 2006 да? Нет, уже мы уже когда записывали, что... Здесь вот когда появилось, что прям вот есть, вот, что система когда пришла нормально, чтобы все... Ну, я не знаю, у меня дома интернет Связи с появился, наверное, в 2010-м.
Не-не-не, все было То есть даже не на флешках, а на смартфонов, дисках. ничего, Да. Все такое время, когда, ну, Мы в онлайне не слышали. Были модемы, я как-то один раз, У меня помню, тогда никого не пытался было. купить карточку, я не помню, что за провайдер был, через телефон, модем, у кого-то... а Не, телеком, не твой? Нет, по-моему, не И Ателеком. потом не дозвонишься до Хоть- человека. Хоть какой-то интернет был, кстати, когда ты в Ателекоме работал. Это я вообще Понимал. увидел, что такое в то интернет. время, чтобы у тебя был интернет, тебе нужно было начать работать в компании, которая этот интернет Да. раздает. Я помню, еще были И эти... по ночам мы туда приходили. Карточки, которые оплачивали в мобильный интернет. Что-то мобильного тогда не было. Нет, вообще. мобильного не По было, телефонной проводной линии через модем, ADSL подключался. Я заплатил какие-то деньги, там, не знаю, сэкономленные, не знаю, там, как это, на завтраках. И в итоге все равно ничего скачать не мог, потому что там вообще никакой А скорости. я вообще был бедный Ну, студент, я у не меня помню, интернета и там, не было. откуда у меня. Ты его себе придумал. поэтому. Я его себе придумывал, да. Зато вот как фантазия Если богата. собирались, вдруг там кто-то опаздывает, нельзя позвонить, сказать, эх ты. Вот я не могу вспомнить это время. Да. Но как-то вот мы знали, что там Не, условно, после а в каком, университета, да, а в каком году появились мобильные у нас? Это, наверное, курс 4-й? четвертый, Да. пятый, я думаю. Это когда мы по 5 секунд звонили, да? Да. Сначала опять, потом опять. Да. Что бесплатно. Да Не. нет, наверное, просто вот, типа, мы знаем, что Джака, вот, если говорить о доме имущества, заканчивает работу в кружке Там там в около 4 в 5, да, 4 в 5, мы мы к к 6 этому подходили, В все. основном там собирались. Кто не подошел, ну, значит, сегодня не репетируют. Да. Да. Как-то так, я думаю. Ну да, как-то умудрялись позвонить Да, с и как- домашнего дома, застать человека дома, Как-то все это предупредить. выскочило из памяти даже, да? Вот как это все делалось. Ну как-то это делалось. Привыкли к хорошему. Привыкли к хорошему, да. Ну да. Вспомните, так, самый первый выход на большую сцену, каким он был перед кучей народа. Это, наверное, Рокфест, да? А что считать? Ну Да, кучей? что считать кучей народа и большой сцены? Ну, я бы, наверное, Рокфест вспомнил. Ну, вот эти всякие, типа... Вообще мы на мелких площадках не выступали. Мы сразу в театре выступали первые. У нас в сразу был театре, масштаб в такой. Доме юношества. Да. Не, в Доме наверное- юношества нас не давали нам тогда играть, Нет, мы по-моему. один раз сыграли, не Да? помнишь? Да. И все, и больше Это- не играли. Про акустический? Нет. Нет, когда вот что-то типа, как это, не отборочный. Отчетный, Отчетный что-то отчетный типа. концерт. Так это же отчетный. в русском театре он проводился тогда. А, да? Точно. Просто он тогда Нет, я имею в театр виду, очень что печальный. под кураторством Дома юношества, Да. то есть для Дома юношества, но Да, сыграли нет, но я в имею в виду театре, сама да. площадка. Ну, я все-таки, наверное, за то, что первый такой большой, это, наверное, Рокфест, который был на площади Свободы. Это был какой, третий рок-фестиваль? И последний, по-моему. Второй. Вот, я хотел сделать Было сноску. Такое Сноску. чудо Да, у было нас природы, были рок-фестивали, которые на большой сцене, на площади проводились, собирались люди, много групп собиралось, много зрителей собиралось. Вот как сейчас трудно представить, как мы выживали без мобильных телефонов, также сейчас трудно представить, что такое По-моему, это было. все-таки был третий фестиваль. Мне вообще кажется, раньше люди как-то более нормально относились к такой музыке, чем вот сейчас. Просто поменялось? меньше было каких-то вот развлечений, условно. То есть, Может ну, быть, да. Просто поставили сцену, большой звук, и там уже без разницы, кто-то что-то... Да нет, сейчас, мне кажется, тоже много, среди молодежи много. Расскажите, как записали свой самый первый трек, как это происходило, все ваши воспоминания. Из того, что я помню, чтобы мы прям записали, ну это была, конечно, не студийная запись, это что-то, наверное, было что-то больше к демо. Мы Спальная записывали, запись была. А что это за Да. песня была? песня называлась К-50, так же и называлась, да. Неожиданно. Мы ее писали у Вадика дома через звуковую карту, встроенную у этого компьютера в программе Adobe Audition, но подорожечно, но с неживыми барабанами. Подорожечно, больше того, ты где-то мне рассказал про дабл-трек. А, да, Это мы, записали Зато дабл-трек. гитары. Но- мы уже узнали про дабл-трек, писали, то есть Да. независимо 2 дорожки гитары для более плотного звука. А потом я еще научился на гитаре делать что-то похожее на эффект скретча за счет квакушки, и вот я водил ладонью по струнам. Скорее всего, это я подсмотрел у Тома Морелло. Да, И это еще- уже когда видео Rage Against the Machine увидели, они И только тоже туда дописали. Ну, А довольно... что за барабаны использовали? Ну, естественно, это был FL Studio FL в тот Studio, момент, да, потому он, что да. вживую что-то записать было вообще... Вадик нереально. тогда напрограммировал, настучал. То есть Кстати, вот эти родные барабаны, Drum Max или какие-то?
старые. Что там? Знаешь как? Это было даже не какой-то плагин барабанный, где я забивал. Я прям в каждую дорожку сам подставил Мгм. бочку, малый, хэт открытый, хэт закрытый, и просто вот так вот программировал. Ага, понятно. Вот такой там. Поэтому там- бочек там было матч. Ну да, звучало, конечно, мясно. Ну, а же вы писали барабаны потом дальше? Живое первое было, когда Андрик на нас эксперименты ставил. Да. А, Андрик же еще Да, писал. он тогда. тоже. Да, мы Он- писали тогда песню «Семь самураев». Записывали, Мы по-моему, тогда да? писали то ли 4, то ли 5 вещей. Да. Кстати, одна из них была «Семь самураев». В душе огонь, в руках штурвал. На что я шел, я точно знал. В моих глазах стальная мгла. Сегодня мир сгорит дотла. Там же, у Джаки, Мгм. на вот в этой каморке в Доме юношества, не знаю, как мы попали к Анрику, попросили его или что, или ему действительно нужно было просто потренироваться хоть на чем. Возможно. Он сам хотел. Да. Скорее Я всего, это да. помню. Кстати, вот эти барабаны я туда притащил со свежей... Сколько им лет? Им довольно дофига лет, я думаю. Это винтаж. Вот. И там была первая попытка живой записи, но качество было сильно хуже, Мгм. чем то, что было напрограммировано. Первый Даже с блин учетом в коме. неживости. Чем- Ой, А А. эти записи где-нибудь есть? Вы их Есть. выкладывали? Где-то, где-то. Нет, Это выкладывать, архиватор. выкладывать некуда было тогда. На правах архивариуса Мгм. группы. Все это у меня Да. есть. Что-то из этого, я Задокументировано. думаю, мы даже пришлем как-то, может, То есть подложить, если не ВК появился позже всего этого. В В 2009, по-моему. Да, да. Да, поэтому особо мы тогда никуда не выкладывали ничего. А жаль. Вспомните какие-нибудь дикие истории, которые происходили с вами во время, не знаю, выездных концертов, фестивалей, вообще вот. Ну, Какие выездной, приключения? Насчет- я помню одну дикую историю. Какую? С мокрыми инструментами, скажем. А, боже. это не так давно относительно было, это и ближе к А последнему. можно это был говорить, где ужас. это проходило? Почему нельзя? Ну, не знаю. Ну, в Город Ростове. вроде российский. Просто... Под Ростовом. Это под Ростовом было, да. Там какой-то тоже мотофестиваль был. И вот мы выходим на сцену, играем, а сцена, она вроде как крытая была, но ливень начался. Это был какой-то там как санаторий, не знаю, там что-то типа дом отдыха на берегу Чуть ли не Азовского. пионер-лагерь вообще. Если Ну, честно. вообще, скорее да, всего, да, да. еще Да. со времен основания пионерии на берегу Азовского моря. И вот там сцена стояла чуть ли не на пляже, боком к этому морю, странному вообще Да. такому. И с моря вдруг шторм начался, и он боковой. Просто То есть крыша вот крыша так, есть, и но дождь вот так. Пользы от дождь него горизонтально никакой. идет. И мы стоим, играем, и просто с меня вот так течет вода, короче. Мы просто играем под дождем. У меня периодически начинают замыкать педали какие-то, просто пропадает звук. Я вижу, как педаль, которая отказала, я между песнями нагибаюсь, просто отдергиваю с нее провода, быстро меняю коммутацию, продолжаю играть. Просто чудо, что я в тот раз взял свою новую гитару, которая вся в лаке. Ее было не так жалко, она не так сильно промокла бы, как моя старая. Мы отыграли. Я помню, мы в процессе, извини, мы в процессе смотрим, типа, ну вот на звукорежиссера, и, типа, А ему что нормально. делать? Да. Нет, а он сам не понимает, то ли уже пора остановиться, то ли что. Конечно, барабаны в воде, когда вот ударяешь, это Да, очень красиво. красиво смотрится, но, блин, сколько мы потом сушили. Да, мы потом занесли это все в комнату, врубили кондиционер на холод, короче, кое-как просушили, вроде обошлось, но вот это, конечно, отвратительное ощущение. Реально просто под дождем играли. Да, прям. я Я залегся вот- от Это видео сохранилось или нет? Вот это я не думаю, Вряд ли. кстати. видео, Нет, что, вряд ли. да, нас там никто не снимал именно вот момент. Мы там что-то с этого концерта снимали, Ну, да? может быть, Фотки да, мы потом с какие-нибудь там Бибиком с дороги пошли, будут. Да. восстанавливать А я здоровье. пошел спать. Да, чтоб Поэтому- не простыть. Я помню прям, да, кстати, вот этот концерт хорошо запомнился, ощущения были, что дождь, так, надеюсь, сейчас закончится, так, надо увернуться, как-нибудь стать, чтобы там не промокло, а потом как бы гряну все, Да. уже и так промок, и вот как ты сказал, действительно, зато кадры Ну, красивые, Ну, там он брызги реально летят, всё сбоку так. бил, блин. Ну да, просто ну, сбоку сцену не заградили, была крыша, может быть задник, все, а он как раз вот
Под Просто- эту крышу просто забывал. это не единственное, бывали какие-то там, когда небольшой дождик, ну он сверху там покапал, а тут прям Спасало. льет, прям И оно вот прям льет на тебя. А Из было меня прям вот так такое, вода текла. чтобы вот что-то пошло не по плану, но наоборот это как бы получилось круто. И Чтоб не по плану пошло, я вот не могу вспомнить ничего такого, что прям что-то не по Учитывая, плану что пошло. за организацию всякого вот этого отвечал в первую очередь Вадим, как Да. как У нас- что-то могло у нас- пойти не у по нас всё по плану? плану. Обычно, если что-то не по плану шло, это не по нашей Мгм. вине было. И из того, что могу вот вспомнить, когда вот тоже один из мотофестивалей, вообще вся самая фигня творилась почему-то на мотофестивале. Слушай, ну, давай честно, мы как-то вот больше всего байкерам полюбились, и кроме как на мотофестивале Да. никуда и не ездили. Да. Поэтому... Я просто помню, на одном Вот мотофестивале это- одна группа очень долго чекались. Они очень долго чекались. У них там и нейры у каждого, и это все не работало, что-то отстраивались. Они очень долго чекались, и нам на чек не осталось практически времени. Ну, мы просто вышли, подключились. Есть. Ну, конечно, что он сказал. Все нормально, да. И вышли, отыграли нормально. Зато, всё, без когда напряга. стали потом играть на постоянке в Сочи, все так О! удивлялись, уже заранее говорили, Да. вам там сколько там, Я 10 вспомнил, минут на саундчек, я а мы говорим, вспомнил мы дикую привыкли. историю. Так. Извиняюсь, вспомнил. Перегруз. Приезжаем мы в Москву по приглашению одного мотоклуба на их день рождения. Так, а что ж там хорошего было? Так ладно. она же просила дикую историю. Когда говорит, что когда пошло не по плану, но все хорошо в А результате. тут по плану было, когда слезоточивый газ по залу пошел. Ну, Это не... давай. У меня в планах такого не было. Короче, Ой, блин, зачем мы на это вообще подписались? я не знаю, потому что нам Ну как, сказали, Москва? то там человек, ему нельзя отказывать. да, Вот. да. Короче, приезжаем мы на день рождения одного мотоклуба. Приезжаем, ждем своей очереди, когда мы должны отыграть, а там вот как в фильмах. Байкеры, девушки топлес, какие-то мужики размалеванные там в От заката до рассвета. Да, вот фильм «От заката до рассвета». Вот такой же антураж. Только мытищи. Да, и мы такие. И ждем. Да, это Москва была, не Нет, Москва. Москва. И ждем своей очереди. Вышли, отыграли, все ништяк. Вернулись, и теперь там в разговоре как-то мы стоим теперь в зале, слушаем других. Ну там нас потом за стол еще пригласили. Заходят какие-то ребятки, такие все одинаково одеты, у всех джинсовые какие-то вот эти безрукавки там, у них там патчи что-то. Ага. Все какие-то суровые Да. лица у них. Сразу на что обратили внимание, они заходят строем. Да. Да. Вот. И у всех И всех рожи татуировка квадратные 1%. Единица и процент. Я уже понял, что-то Что-то нехорошее. тут не так. И потом, значит, от одного из байкеров слушаю рассказ про этих ребят. Они, оказывается, периодически приходят и устраивают какие-то бесчинства. Просто вот. Они так отдыхают. Они так отдыхают. Однажды гранату кто-то принес, не знаю, учебную или какую. В общем, не суть. Нас позвали там за стол, мы сели, значит, с ребятами, сидим, вроде все нормально, тут смотрим, какая-то суета начинается. Как я понял, кто-то из этих ребят, в общем, начал какую-то, что-то там барагозить, кто-то распылил слезоточивый газ. И вот это начинается суета, люди начинают кашлять, задыхаться, слезы текут, нас всех говорят, давайте все на улицу, все на улицу. Причем, представь, Вышли. это, значит, помещение, где и так задымлено все, куча Ну, народу, все да. кто-то пьяный, кто-то не пьяный, не сразу понятно, что вообще происходит. Я так Да. ничего и не Просто почувствовал. Слэм пошел, на сцене весело. Да, мы все вышли на улицу, вроде там все, улетучился газ, сказали, все, ребята, можно возвращаться. Я говорю, знаете что, сейчас если милиция приедет, говорю, давайте пойдем домой. Короче, мы пошли, забрали вещи, сказали, спасибо большое, нам было очень весело, просто уже нам пора спать. Взяли такси, уехали. Мы тогда не в гостинице, мы квартиру, по-моему, снимали Квартиру тогда. сняли, да. Как Вернулись. сейчас помню, на улице Кибальчич. Кибальчича, да. Спасибо таксисту из Да. Средней Азии. Вот, и мы все, вернулись, купили пельмени, поели, легли спать. Но вот это была такая, наверное, самая дикая история из того, что я могу вспомнить. Больше ничего такого. В основном все остальное проходило очень весело, интересно, задорно. Особенно, когда в Осетию ездили. Там вообще кайф был.
Удалось ли вам пересечься с какими-нибудь своими кумирами или, может быть, выступать с ними? Мне да, я с Беркутом встретился. Мне нравится Артур Беркут как исполнитель, и в составе Арии он мне очень нравился. И вот мне довелось, допустим, с ним на одной сцене отыграть. И вообще он сам по себе оказался очень таким Вообще приятным. очень, да, приятный дядька такой, Да. очень, очень добродушный. Я помню, А у что, тебя? ты говорил ему что-то типа, мне в вашем исполнении что-то можно, ну зачем это? Ну да, он скромный такой Прикольный дядька. дядька. Хороший Где-то дядька, фотка да. Где ты с ним? Мы даже с ним пофоткались. На том же еще концерте. Извиняюсь, там Как прикол можно? был. Я не знаю, где они его нашли. На этот концерт они позвали Вилли Токарева. Это потом погуглите. Это интересный персонаж. Он долго жил. затмил Беркута, Маврина, кто там. И прикол в том, что он вообще никак не вписывается в рок-тусовку. Он такой больше такие какие-то приблотненные Это песни, шансон. такие шансон такой, причем него- одесситский такой. У него песня есть, Альтернативный кстати, «Сухумский таксист», там Да. что-то такое даже, кстати. А еще у него песня есть. У Тимура нет халтуры, качество там есть. Короче, и прикол как раз мы с этим Мишей из группы Диов просто как-то договорились, давай, говорю, поддержим его. И он, Вилли, выступает, а мы вот эти футбольные кричалки. Вилли! И там разные, мы куча разных там подряд. Токарев. Короче, он, наверное, выступал, думал, кто-то, что за мои фанаты? Откуда они Типа знали? Тимур и его команда. И, короче, вот мы все выступление Вилли, мы кричали там, то поддерживали его, потом вышли, даже сфотографировались с ним. Но он Тоже. был шикарный, я помню. Группа вообще вообще оптимальный состав, он и клавишник. Ну, они всю жизнь по ресторанам вдвоем, наверное, Да. ездили, в белых костюмах. Он с шикарными усами. Еще с просто кем вот мы там артист. встретились, я не скажу, что я прям его фанат. Степанцов. Это группа Бахыт Компот. Вадим его зовут, кстати. Вадим Степанцов. А я даже не знал его в лицо. Все время, пока шли какие-то выступления, какой-то мужичок на траве лежал, полторашку вина вот так подтягивал в очках. Причем мужичок вот типично отдыхающий, у него такая рубашка цветастая, шортик, и он лежит вот так, у него очки такие, типа Рейбановые, он попивает винцо, и потом, короче, бац, выступление, смотрю, этот же мужик выходит и поет. Причем поет классно, у него очень хороший такой диапазон вокальный, то есть у него по частотам голос такой прям кайфовый. И вот там я его вживую впервые увидел. Ну вот эти я могу вспомнить. А больше так вот с Что какими-то... прям на сцене пересекались, наверное, нет. Просто Да. то, что на концерте, когда попадали. Были, да, на несколько. концерте. Но прям, что вместе именно играли, Нет, вот, ну, только это, вот конечно, эти. Это, конечно, да, пожалуй. А вот если оглянуться назад, какой был самый запоминающийся концерт в истории К-50? И вот какой был самый худший, вот провальным, если можно сказать? Провальных не было. Нет, да, на самом деле, ну, нельзя сказать, что провальный. Был у нас один концерт, когда вот организатор немножко запорол. То есть ребята из мотоклуба, которые нас пригласили, связали нас с человеком, администратором этого клуба, где мы должны были играть. С человеком мы обсудили вроде все, что нужно. Мы приезжаем, а оборудования нет просто на сцене. Это- То- вот просто ничего, пустая сцена. То Там есть стояли барабаны очень странные. Это была тама, по-моему, но Да, очень ну, какая-то странная, джазовая, каких-то маленькая. маленьких калибров. И она была вообще в нерабочем состоянии. То есть Да, там... и все, и пульт какой-то. И мы стоим, и девушка из мотоклуба на нас смотрит, говорит, что-то не так? Я говорю, ну как-то вообще ничего нет. И они экстренно что-то привозят, и мне просто тогда пришлось вот играть вот комбик, вот в 2 раза меньше вот того. Вот такой вот комбичек гитарный. То есть он звучал отвратительно. То есть при этом... Помещение там было приличное, Да. и все, больше никакой- Помещение хорошее было, но вот это такой мелкий косяк был, но я не скажу, что прямо отвратительное выступление было, просто не было так кайфово сыграть, как в том же, например, «Треугольнике». Но в целом да. Привыкли. А так вот, если прям вспомнить, какое самое хорошее выступление было, вот такого у меня, наверное, нет. А вы помните свое последнее выступление? Какое-то Какое-то из треугольник. последних.
Я не могу вспомнить, точно ли оно было последнее, потому что все последние выступления в «Треугольнике» были очень похожи друг на друга. Плюс-минус одинаково. Мы Да. просто перестали как-то новый материал добавлять и играли одну и ту же Да, одни и те программу. же песни играли, поэтому оно все так смешалось, что я уже не помню, Мгм. какой из них был последний. Так, вот такой вопрос. На ваш взгляд, что нужно делать современным молодым группам в Абхазии, чтобы развиваться, продвигать альтернативную музыку и заявить о себе, несмотря на все сложности со сцены и известными проблемами у нас в Абхазии? Спросили Как у группы, вообще прекратившей свое продвигаться? существование 5 лет назад. А я не знаю. Слушай, я могу на нашем примере сказать, у нас, как я уже говорил, было несколько подходов, да, вот там, допустим, мы увлеклись Tool, у нас было накоплено там на 3-4 песни материала, Мгм. вот мы его что-то пожамкали, ни до чего не довели, кроме как вот эту вот условную запись на один микрофон, и пошли дальше слушать следующую Мгм. музыку. И таких подходов у нас было 3 или 4, то есть это уже там около, там, не знаю, ну, пусть 20 песен. Поэтому совет любой молодой группе: делайте. Не надо пытаться вылизывать песни до идеала, стараться особо ни на кого не смотреть и никого не слушать, если вас от этого прет. Это, я думаю, банальные советы, но тем не менее проговорить их надо, потому что когда через свой опыт к этому приходишь, ну, все равно это немножко другое, чем просто где-то увидеть или услышать. Делайте. Набрали материал на одну песню, сейчас тем более записать это гораздо легче. Записали, выложили, пошли дальше. Захотели когда-нибудь вернуться, вернулись, переделали. Не захотели, значит, приобрели опыт. Не стараться вот стремиться к какому-то недостижимому идеалу. Делать. Но это все, что касается фана. Как это превратить во что-то коммерческое, близко не представляю. Тем более в Абхазии, да и, наверное, не в Абхазии, это не так все просто, но здесь совсем тяжело с этим. Вот, потому что ниша такая. Да, наверное, что-то с онлайном связанное можно как-то развивать. Сейчас с этим проще, и, правда, иногда бывают тут какие-то смотришь. Это последний вопрос, так что можем как-то... А я не знаю просто, я ничего не могу посоветовать, потому что я как-то осознал в свое время, что для меня цель была просто, мне нравилось просто играть музыку, которая мне нравится. У меня не было цели коммерциализировать все это, у меня не было цели записать альбом, у меня не было цели продавать музыку, у меня не было цели продвигать музыку, у меня не было цели что-то нести людям там. Вот, ну, есть же такие, кто вот они пытаются через песню что-то донести. У меня вот этого всего не было. Я просто получал удовольствие от сиюминутного общения с инструментом. Мне нравилось играть то, что я слушал. Все. Кстати, одна из причин, почему вот очень плохо давались песни собственного сочинения. Потому что вот в какой-то период я понял, что я не могу писать тексты, потому что то, что я не поэт-песник, я давно создал, но вот то, что мне приходится, я просто выдавливаю из себя просто тексты в рифму, то есть, потому что я не хочу в них ничего вкладывать. А когда ты ничего не вкладываешь в текст, он мертворожденный, по сути. И поэтому... Ну вот я про это и говорю. На тот момент, когда собирали материал, ты же что-то вложил, все, не надо в этом ничего дополнительного искать. Да, закончи, до конца сделай, и все. Да. Ну, может, и проблема в том, что слишком много вкладываешь в свой текст и Может потом быть. застреваешь. Может, никто же не знает. Степан! Степа! Он как бы намекает, ребята. Степа, Там камера пишет. И что скажешь? Ну, ты у нас Чис- как самый опытный, по сути. частично соглашусь и с тобой, и частично поспорю. Все-таки, ну, например, вот сказать, что не надо стремиться Ну-ка. к идеалу, ну, я тут поспорю. Наоборот, надо стремиться. Но надо как... Вообще, самое главное, как-то пытаться баланс соблюсти между именно... Атос, Портос и компромисс. Вот с допиливанием, доделыванием, оттачиванием и с таким, что ну вот, оно у меня есть, и так сойдет, и вот До какого-то такой подход не логического люблю. завершения это доводить. Ну да, ну вот это всегда, в принципе, как я понял, у всех авторов, я сам-то не автор, а так сопричастный. У всех авторов есть такая проблема, что ну, иногда очень сложно вот сказать себе, что такой момент, что вот какой-то вот логический финал, вот он наступил, и вот пора выпустить.
Но с другой стороны, ждать чего-то на самом деле это не стоит. Это ты прождешь, так же, опять же, как-то говорил, что есть такие примеры, которые всю жизнь ждут и будут ждать, и никогда ничего не дождутся. Надо делать. Но надо делать, опять же, все-таки стремиться к лучшему. То есть сегодня я могу сделать так. Я это сделал, приобрел опыт, посмотрел на себя со стороны, послушал со стороны, и в следующий раз я уже, если я... Но в следующий раз. Как? Я не говорю, что делать все на тяп-ляп. Ну, Ты да, собрал да. материал, собрал песню, Да. и через полгода ты думаешь, ой, вот это надо поменять. Ну, это Да. бред. Потому что через полгода, опять же, я просто эти цензурные слова пытаюсь подобрать. Там еще Если- разберемся, подожди. Если ты не разгильдяй, то через полгода ты станешь умнее, у тебя вырастет уровень мастерства, уровень твоего мышления, и, соответственно, то, что у тебя было полгода назад, для тебя это будет казаться, что оно не такое хорошее. И, соответственно, ты захочешь там что-то добавить, Главное, чтобы улучшить эти и 6 все месяцев такое. не затянулись на 6 лет. Я сейчас расшифрую. Полгода назад ты слушаешь Soulfly и играешь что-то в этом стиле. Через полгода ты начинаешь слушать этих, как, In Flames, и начинаешь думать, а нафиг я такое играл? Можно же вот такое играть, короче. Ну, вот, И да, каждые так полгода и вкусы было. меняются, и ты уже думаешь, а то зачем записывать? Оно, нет, то неинтересно. Вот это надо играть. И вот так каждый Да, раз что что-то новое за ерунду мы появляется. тогда Да. вообще слушали? Поэтому надо делать здесь и сейчас, и все. Но заниматься надо обязательно, всегда, не оставляя. И мыть руки перед едой. И перед игрой. И перед игрой. Что еще? Цены на струны видел? Ну, шутки шутками, на самом деле, вот тоже о чем спорили, по-моему, за кадром, сейчас в какой-то степени, наверное, сложнее, потому что, из того, что вижу... Больше сейчас я просто расскажу. Из того, что вижу, по крайней мере, в Абхазии, то, что, на самом деле, как будто в музыка никому особо-то и не нужна. Там как-то что-то там где-то звучит, какие-то там звуки. Этого Занимайтесь, достаточно. ребята. Это никому не нужно. В этом смысле В сложнее. этом смысле. Но, с другой стороны, проще, потому что технологии... Да, Уж- Технология! ушли далеко вперед от того, что было, Я возможность записать песни, выпустить песни, продвинуть их, и чтобы их услышало много людей, и потом в комментариях говорили, что за... Что ты есть? Да, что за вы Позор делаете. Абхазии. Да. А вообще... Часто это намного доступнее, чем Да, было я еще в те хотел времена. сказать, что с другой стороны, сейчас всем этим заниматься в некотором роде проще. С какой точки зрения? Мы, когда, например, начинали, у нас и не было, в принципе, тех, кто над нами, как чуть более старших, кто могли бы научить нас, как правильно. И интернета тогда не было. Сейчас куча информации. В плане инструментов все стало гораздо доступнее, как по деньгам, так и по выбору. Ты сейчас будешь рекламировать свой авторский курс. Нет, я к тому, что, вспомни, как мы играли. Мы же вообще не понимали, Я для не чего помню. нужен комбик. Мы примочки гитарные врубали напрямую в усилок без кабинета. Это звучало... А нам казалось, как звук! А вот сейчас потом я теперь... А потом просто Глядя проходил назад. какой-то гитарист постарше, выписывал оплеуху, говорил, что ты делаешь, так не надо, и ты что-то краем уха уловил, и там, надо делать вот Да. так. Но как делать, нам не объяснили. Я вот Короче, тоже хочу, учились что методом пробы и ошибок. да, мы еще в те времена, получается, попали в такой небольшой вакуум, какой-то разрыв между поколениями, наверное, потому что, по сути, это было послевоенное время. Предыдущее поколение музыкантов, было, наверное, Старого по-любому... понесло. Что поделать? Откройте паспорт Понятно, и посмотрите. действительно. Им, наверное, даже и не было, не до того было, чтобы нам что-то объяснять, показывать. Там,
просто сам вспоминаешь те годы, как это, думали, как выжить, и, наверное, не до того было. А мы что там пытались? Аминь. Информации больше, возможностей больше, но и конкуренции больше. И Да. Единственное, что можно делать, это, собственно, делать. Потому что раскрутить песню, которую ты не записал, не получится вообще никак. Это то, что ты записал песню, это не гарантия того, что она получит какую-то известность и распространение. Но без этой песни точно ничего не будет. Поэтому... Но сейчас другие сложности. Тогда, допустим, было сложно записать песню вот это, или вообще понять, как это записывается, вообще понять, как с какого края к Больше инструменту технические сложности. Ну, Да. технические да, по да. технике игры и технические по технике, как это, по железу. Но сейчас другие сложности. В наши времена, например, Просто никого не заинтересуешь особо сейчас. вот, сейчас ты должен снимать эти рилсы, что такое. В наши времена этого необходимости в этом не было, как бы. Да и Даже рифов не стоя было на голове, особо. например. не Ну да. Ну вот даже тоже рассказывают там про всякие там древние группы, если там про каких-то этих динозавров брать, а-ля там Led Zeppelin или кто, ну они вот там, их выбрали, продюсеры дали им там много денег, подписали контракт, и они уже по-любому будут звезды, потому что все, вариантов нет. А сейчас как бы с одной стороны у тебя есть возможность выстрелить, а с другой стороны тебе надо что-то сделать такое, чтобы не потеряться среди на фоне остальных. еще тысячи таких же примерно. Там, Да. кто-то в чем-то лучше. Ну да, сейчас вот... Поэтому, опять же, всех ты никогда не переборешь, мне кажется. Вот молодой музыкант, просто что-то нравится, во что-то веришь, делай. Опять же, еще раз повторить. Только делай. Или Ну а что еще? Или если ты молодой музыкант, если ты сильно в это пока в этом сильно не погряз, Остановись. завязывай. Да. Пока не И поздно. все, да. Побаловался пару лет, там, не знаю, там фоточки остались, там, с инструментом, и все, и достаточно. Там научился, может, что-то играть, там будешь там потом детям, внукам там показывать. Там. Или в конце концов закончишь свадебным кавер-бендом. Ну, мне кажется, в первую очередь человек должен понимать, что это большой тяжелый труд, и если он чувствует, что он может этим заниматься, то Это да. просто продолжать. Причем, я бы сказал, помимо того, что это большой тяжелый труд, это еще и довольно дорогой труд. Это очень, Это дорогое очень удовольствие. недешевое Ну, нужно быть, удовольствие. короче, психом, хорошим, Ну, понимать это слово. Это ресурсозатратное вообще предприятие очень. Где-то шутку такую читал, там где-то что-то с какого-то концерта, говорит, смотришь, как, говорит, музыкант с гитарой за $3000, там, с комбиком за $2000, там, выступает в каком-то клубе за Нет, 2000 рублей. Едут 500 километров, чтобы выступить там за Да-да-да-да. $50. Ну, типа того. Ну, Свадьбы у просто родственников. как тоже На свадьбах один... лучше платят. Да, Бибик? Свадьбы тоже. У нас нету такого рынка просто, чтобы это Чего у вас продавать. нету? Какого? В Абхазии просто надо еще понимать, что рынок тоже Да, Рыночек решает? маленький. Не, ну вообще просто понятие, что условно в России, допустим, да, там на сколько там миллионов человек, там фанатов такой-то музыки, допустим, столько-то тысяч. И это такой-то процент от общего числа населения. У нас, возможно, это такой же процент, но просто у них это 100 тысяч человек, а у нас это будет 10 человек. И такие же, и даже и коммерческому... С другой стороны, у нас на свадьбах людей больше, чем у них. Ну, таких свадеб тоже не так уж Вообще, много, если в так принципе. посмотреть, просто в Абхазии как раз нет конкуренции, как бы пустая ниша практически во многих сферах, не только в музыке, поэтому Это да. как бы типа есть какие-то шансы, но как бы нет. Да, надо пробовать, что как бы нет. Пока Ну не да. попробуешь, непонятно будет, есть или нет. Так что... Сейчас вот благодаря интернету не обязательно зацикливаться внутри Абхазии. Вот как этого парнишку зовут, забываю постоянно. Потом вспомню, скажу. Вот он просто выкладывает свою музыку в интернете где-то на каких-то площадках. И вполне много прослушаний, много просмотров. Все Ну, отлично заявил о себе. В наше время просто выкладывать Он- в интернет тоже не гарантия ничего. Там Ну, и то- продвижение, я к тому, куча что- тонкостей. Да. Ну там надо знать, что где, Мгм. но факт то, что продвигать уже свою музыку туда легче, чем, допустим, зацикливаться внутри Абхазии. Просто мы же опять тоже из истории такой момент, что в каком-то году, когда вот ты впервые тогда в этот треугольник написал, мы, по сути,
перестали выступать в Абхазии, потому что надоело, устали от непонятных этих концертов, которые, как это проводить, с приключениями какими-то, со сложностями, и просто стали ездить За туда, и все. стабильность какую-то. Да, но там было кайфово. Кстати, да. Потому что ты туда едешь, и как бы хотя бы ты приезжаешь, у тебя есть Знаешь, чего ждать. Да. хотя бы специализированная площадка, которая рассчитана на Удобно, проведение. Приятно, кайфово. Всем спасибо. Что ж, спасибо за такую интересную дискуссию. И у нас такое железное правило. Каждый гость оставляет на вот этой вот прекрасной скатерти. Ага. Все разлить должны, нет? Нет, не обязательно. Подписывать дату. Мы это Ага. зафиксируем. Какое число? Я забыл. Спасибо. Можете автографы, не знаю. Да. Не, да, подожди, 26-е. А, да, 6-е, 26-е. Ужас. Так, что написать? Рустам дурак, можно напишу? Можно. Это не забор, это скатерть. Ой, каллиграф, ты посмотри на него. Какое сегодня число? Ты ж сам только что говорил. 6. Мог бы и тут написать. Так красиво. Не, это уж давайте каждому А этот, свое. смотри, Можно я у тебя спешу? каллиграф, полиграф. И все одно и то же написали. причем- Вот, понимаешь, с кем приходилось играть? Я тоже смайлик сделал, смотри. Только у меня другой. Ну ничего. Вот такие мы Закрывай. оригиналы. Вот именно, что не оригинал. Слаженность, Смотри, он сработанность. написал, смотри. А ты еще спрашиваешь, как мы песни выбирали, были ли какие-то споры. Какие тут споры? Вот так и выбирали. Один мозг на 3 части. Стоп, снято. Сценки. Спасибо, было очень весело. На частном деле? Было очень весело. Может быть, даже больше. Прикольно. Если честно. Тяжело говорить красиво, когда у тебя выбиты зубы.